У архівах захаваліся звесткі, што гісторыя бібліятэчнай справы ў Маладзечне пачынаецца ў 18 стагоддзі з невялічкага манастырскага кнігазахавання. Каштоўны кнігазбор на розных еўрапейскіх мовах быў сабраны і ў Маладзечынскім замку, часткова ў палацах Агінскага, часткова ў шляхецкім павятовым вучылішчы. Цікавы факт: да 1939 года у горадзе не было ні адной агульнадаступнай бібліятэкі. Затое пасля ўз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі на тэрыторыі Маладзечынскай вобласці працавалі ўжо 164 хаты-чытальні і 50 бібліятэк. Першае памяшканне, у якім размясцілася Маладзечынская бібліятэка, барак па вуліцы Рэвалюцыйнай. Тут яна знаходзілася з 1952 па 1961 год. У канцы 50-х пачалося ўзвядзенне новага будынка абласной бібліятэкі. Індывідуальны праект быў цалкам рэалізаваны ў 1960-м, але пры адкрыцці бібліятэка ўжо не мела статус абласной з прычыны ліквідацыі Маладзечынскай вобласці. Тым не менш, урачыстае адкрыццё новай пабудовы адбылося 30 снежня 1960 года. Бібліятэкары сустрэлі першых чытачоў. Частымі гасцямі установы сталі беларускія пісьменнікі і паэты. Пастаянна абнаўляўся кніжны фонд, у тым ліку і рарытэтнымі выданнямі. З 1966 і да канца 80-х установа штогод, аж пакуль не адмянілі звання, мела статус бібліятэкі выдатнай работы і заставалася практычнай базай падрыхтоўкі для студэнтаў Інстытута культуры з бібліятэчнага факультэта. В этот период, вот 77 год и по 85 год будем до момента перестройки в 85 году, библиотека, как говорится, работала уже в полную силу в условиях централизации, централизованной библиотечной системы. Проходили встречи, встреч было много, это вот и Игилевич, и Шамякин, и Жуков, Чергенец приезжал 2 раза. Кроме того, были и артисты. 2 раза приезжал Евдокимов. И вот у нас были его концерты в конференц-зале. Так пробиться, людей было столько, что пройти даже было невозможно. Імя знакамітага класіка беларускай літаратуры Максіма Богдановича бібліятэка атрымала ў 1993 годзе. Нам предложили такой вариант Льва Сапеги. Наши девчата, конечно, сразу начали просматривать там энциклопедии, что все касается где-то, чтобы немножечко изучить его биографию. И сказали, нет, он нам совсем не нравится, потому что он был немного такой деспотичный по отношению к своим там подчиненным. Вот. Какое имя? Давайте, тогда нам разрешили, выбирайте сами, какое вы хотите. Взяли Максима Богдановича. А потом присвоили, имя библиотеки Максима Богдановича. И потом уже мы поехали, связались с Асгуром, чтобы, был как-то у нас здесь что-то, хоть немножко, или портрет такой хороший, или бюст какой-то. Поехали, порекомендовали нам сразу обратиться в мастерскую Асгура. И вот он нам предложил вот этот вот такой бюст Богдановича. И мы сразу... Он здесь у нас и находился, когда мы его привезли, поставили здесь в фойе. Потом перенесли его в читальном зале, он был. А сейчас я вижу, опять он встал на свое место первоначальное. Варта адзначыць, што кожны з кіраўнікоў установы імкнуўся прынесці ў працу калектыву штосьці новае і перадавое. Разам вырашалі ўсе пытанні і стараліся ісці ў нагу з часам. У пачатку 2000-х быў створаны Цэнтр прававой інфармацыі. Пры аб'яднанні гарадской і раённай сістэм бібліятэка атрымала статус цэнтральнай раённай. У той жа час пачалося актыўнае супрацоўніцтва бібліятэкі з пасольствамі Расіі, Германіі, Францыі, Великабрытаніі, Польскім інстытутам у Мінску, дыяспарамі розных нацыянальнасцяў. Бібліятэка бярэ ўдзел у рэспубліканскіх фестывалях, конкурсах, форумах, міжнародных праектах. Пацвярджаюць паспяховасць працы шматлікія ганаровыя граматы і дыпломы. У велічным будынку праходзіла безліч мерапрыемстваў, выставы мастакоў, навуковыя канферэнцыі, праекты, прэзентацыі кніжных навінак, конкурсы і віктарыны для дзяцей і моладзі. Але неспадзявана адладжаная праца была спынена.
Пераломнай кропкай у гісторыі установы стаў май 2014 года. Тады на другім паверсе бібліятэкі абвалілася частка столі. Прычынай стала апорная балка. Канструкцыя была драўлянай і з цягам часу спарахнела. Плошча пашкоджання склала 150 квадратных метраў. На шчасце, ніхто з наведвальнікаў і персаналу не пацярпеў. У момант абвальвання перакрыцця ў бібліятэцы быў толькі адзін чалавек – вартаўнік. Прычым ён знаходзіўся ў супрацьлеглым крыле будынку. Неабходна сказаць, што апошні бягучы рамонт быў выкананы ў 2011 годзе, і таму стала зразумела, што надышла чарга капітальнага. Спецыялістамі рыхтаваліся праекты і праводзіліся экспертызы, але працы былі спынены. Прычына адна – недахоп фінансавых сродкаў у раённым бюджэце. Такім чынам, бібліятэка стала мясцовым даўгабудам. Тым не менш, праца з чытачамі не спынялася. Спачатку супрацоўнікі арганізавалі пункт абмену літаратуры ў палацы культуры і паралельна пераязджалі на часовае месца жыхарства ў бібліятэку сямейнага чытання «Верасок». У цеснаце ты не ў крыўдзе. Менавіта так калектыў прымаў аматараў чытання доўгія 8 гадоў. Нягледзячы на цяжкасці, Маладзечынская цэнтральная раённая бібліятэка імя Богдановича заставалася метадычным цэнтрам для аналагічных устаноў раёна. А ўвесь гэты час бібліятэкары сустракалі чытачоў і ўсе свае мерапрыемствы і праекты праводзілі пад дахам калег. І не толькі пад дахам. Дарослыя і дзеці упадабалі фестывалі дзяцінства, ночы бібліятэк, конкурсы і флэшмобы пад адкрытым небам. Будаўнічыя працы аднавіліся ў кастрычніку 2021 года. За 5 месяцаў быў праведзены капітальны рамонт. Зроблены новы дах, заменены камунікацыі сантэхніка, абноўлена ацяпленне памяшканняў, аформлена ўнутранае аздабленне, закуплена і ўстаноўлена мэбля. Рамонт праводзіла будаўнічая арганізацыя ПМК-212, а фінансавалі будоўлю раённы і абласны бюджэты. Наша организация, можно сказать, на то время была единственной, которая откликнулась оперативно на призыв городских властей в части проведения ремонта здания библиотеки. Началось параллельное проектирование и строительство возведения кровли здания. В 2014 году оперативно была заменена кровля здания для того, чтобы предотвратить замыкание библиотечного фонда. В последующем проектной организацией «Заустройпроект» началась разработка проектной документации. С 2015 года по 2016 год производились частично работы по реконструкции внутри здания. Демонтировались полы, демонтировались какие-то участки стен, делалась перепланировка. С 2016 года по 2018 год мы приступили к работам по замене внутренних сетей теплоснабжения. Был модернизирован тепловой пункт, была произведена новая прокладка сетей теплоснабжения, замена радиаторов. С 2018 года по 2020 год была произведена работа по благоустройству прилегающей территории. И вот начиная с 2019 по 2021 год мы занимались внутренними отделочными работами. Было в полном комплексе завершены отделочные работы, ну и сегодня мы видим то, что мы видим. Не сказать, что этот объект был очень сложный, но в плане замены кровли нам пришлось немножко поработать, потому что приходилось принимать решения оперативно. Проектные решения принимались на оперативных совещаниях совместно с участием УКСа Молодеченского района, совместно с ГИПами, совместно с директорами проектных институтов и с подрядными организациями. Одновременно на объекте максимально работало 85 человек. Это производили внутренние отделочные работы, так как задача стояла вести объект к 9 мая, но строители немножко сделали работу раньше намеченного срока, и поэтому мы вели объект к Дню Конституции. По первой очереди строительства были выполнены работы по замене всей кровли, то есть вот этих ферм, которые по результатам исследования уже были ослаблены.
То есть их полностью демонтировали и заменили на новое. То есть здание внутри уже было под крышей и то есть не подвергалось воздействию атмосферных осадков. Вторая очередь по проектированию, вернее строительству, были определены работы по полной капитальному ремонту всего здания. То есть это касается и полов, и потолков, и внутренних инженерных коммуникаций, то есть водопровод, пожарный водопровод, канализация, электроснабжение. То есть заменены здесь полностью все коммуникации в этом разделе проекта. В третьем разделе проекта была предусмотрена система отопления, замена, вернее, системы отопления с индивидуальным тепловым пунктом. И четвертая очередь – это внешняя территория библиотеки, благоустройство, замена наружных сетей, водопровода, канализации. Что осложняло работы и проектировщиками, здание было сделано по индивидуальному проекту, документация не сохранилась. Если бы была сохранена документация, то есть было бы легче решать какие-то проектные вопросы и, соответственно, строителям в том числе. Потом легче было бы это выполнять. А так все приходилось на ощупь, в принципе, определять где-то какие-то дефекты. Допустим, при снятии полов, когда вот здесь были полы, они уже прошли негодность, когда сняли, значит, было утепление сделано шлаком, доменным этим шлаком в перемешку с опилками. То есть это для здания имеет большую нагрузку. То есть он тяжелый и имеет дополнительные нагрузки на несущую конструкцию здания. Все это пришлось выгребать и заменить на керамзитовый гравий, который намного легче. Допустим, вот за этим подвесным потолком по металлическим фермам, которые заменили, утепление вот этого перекрытия сделано сэндвич-панелями, то есть трехслойная утепленная панель. То есть это тоже замена, облегчилась нагрузка на несущие конструкции. Появлялись дополнительные работы, которые необходимо было выполнять, то есть где-то какие-то дефекты обнаруживались, и по результатам этих обнаруженных работ приходилось повторно еще идти на экспертизу. То есть мы с данным объектом, со всеми очередями, были 6 раз на экспертизе. То есть для того, чтобы понимали, что это не так просто все делается, потому что и для проекта, который делается, надо собирать как только часть проекта, то опять тех условия новые и так далее. То есть это процедура довольно-таки длинная. Мы применяем довольно-таки качественный испытанный материал. То есть это если на полу, то это плитка ГРЭС, которая, скажем так, не вытирается. Естественно, мы не ложили здесь итальянскую плитку какую-то, которая, может быть, она по внешнему виду лучше, но то есть она намного дороже стоит. То есть мы старались вложить в бюджет и сделать это красиво. Допустим, отделка стен, да, пришлось здесь повозиться, старую штукатурку, чуть ли не 70% мы все позбивали, все пришлось по-новому поштукатурить, и потом где-то вот венецианская штукатурка, так называемая, сделана. Калі надышоў час з'язджаць з вяразка, з будынка па вуліцы Вялікі гасцініц рушылі адразу 2 фургоны і з гасцямі, і з гаспадарамі. Бібліятэка сямейнага чытання «Верасок» таксама накіравалася па новым адрасе. Дзень 15 сакавіка 2022 года стаў сапраўды знакавым для 2 устаноў. Учитывая, что день открытия нашей библиотеки после капитального ремонта совпадает с Днем Конституции Республики Беларусь, это очень символично. Я хотел бы сказать, что этот объект очень долгожданный. С 2014 года начался капитальный ремонт нашей библиотеки. И вот хотелось бы особо подчеркнуть, что в последние 2-1,5 года с поддержкой Минского облисполкома я хотел бы выразить отдельную благодарность и губернатору нашей области Александру Генриховичу Турчину за такую столь весомую поддержку в проведении капитального ремонта нашей библиотеки. Это уникальное здание, которое украсит не только наш город Молодечный, Молодечнинский район, но и украсит Минскую область. Это действительно такой храм для всех наших жителей региона, которые могут в любое время посещать этот объект с целью прочтения книг, с целью
ознакомления с творческой деятельностью наших мастеров, с целью художественной самодеятельности и так далее. То есть это такой социокультурный получился центр, за что мы очень благодарны нашему государству. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в капитальном ремонте библиотеки, наших строителей, за их оперативность, за качественно проведенный ремонт. Хочу сказать отдельное спасибо всем людям, которые принимали участие в благоустройстве библиотеки, вложили душу сюда, вложили свое сердце. И сегодня, когда, знаете, посещаешь библиотеку, заходишь внутрь библиотеки, чувствуется вот эта хорошая положительная атмосфера. Вот за это вам огромное большое спасибо. То, что это здание будет жить очень долго и будет радовать жителей не только нашего региона и гостей, которые будут сюда приезжать. Сімвалічныя стужкі перарэзалі дзеці. Яны ж першымі адправіліся і на экскурсію па абноўленым будынку. Цэнтральная раённая бібліятэка заняла другі паверх. Сцены ў светлых мяккіх тонах, новая мэбля, розныя зоны для чытачоў, выставы рэдкіх кніг і перыёдыкі. Нягледзячы на сучасны выгляд, бібліятэка захавала свой велічны воблік. При планировании и размещении помещений и вообще, когда начался весь капитальный ремонт, то спасибо проектировщикам и всем, кто был задействован, за то, что они сохранили вот это вот величие самого здания, лепнину, вот эту прекрасную, великолепную лестницу, но и в то же время библиотека не стоит на месте. И мы со своей стороны постарались ее немножко модернизировать и идти в ногу со временем, потому что у нас все-таки век информатизации. Приезжали мы довольно в сжатые сроки. На момент переезда библиотека работала только на прием литературы. Мы мобилизовались и активно своими силами старались переехать. Тут можна не толькі выбраць выданне, але і пазнаёміцца з кніжнымі навінкамі, папрацаваць за камп'ютарам, пагуляць у настольныя гульні і абмеркаваць розныя навіны. Для жителей нашего города вновь открылись большие возможности для чтения и интеллектуального отдыха в нашей библиотеке. Абонемент полностью изменил свой прежний облик. По центру зала расположилась диалоговая площадка для встреч с различными группами читателей. Для удобства посетителей оборудованы разнообразные зоны для индивидуального чтения, зона для самостоятельной работы на компьютерах с выходом в интернет, для досуговой игровой деятельности предоставлены настольные игры и технические гаджеты. Жители города могут провести свободное время всей семьей или с дружественной компанией в стенах нашей библиотеки. На момент открытия библиотеки для читателей доступно более 5000 названий книг. Фонд универсален по тематике. Свою книгу может найти любой читатель. Наиболее полно представлена классическая современная художественная литература. Это книги отечественных и зарубежных авторов, новинки, бестселлеры. Самые любимые читателями направления выделены в отдельные коллекции – детективы, фантастика и женские романы. Спросом пользуется духовная литература. Мы сотрудничаем тесно с издательством белорусского «Экзархата». Также представлена популярная и научно-популярная литература, естественные науки, техника, медицина, педагогика, психология, искусство. В нашем просторном помещении также располагается зал на иностранных языках. Вот уже 20 лет он является большим подспорьем для читателей, которые хотят почитать Диккенса, Лондона, Гёте и других писателей в оригинале. А те, кто только делает первые шаги в лингвистике, могут найти много полезного, чтобы повысить свой образовательный уровень. Мы надеемся, что наша библиотека станет третьим местом для жителей города и района, которых здесь всегда любят и ждут. Обещаем порадовать читателей интересными мероприятиями в виде литературных гостиных, встреч с писателями и поэтами, тематических вечеров, научных конференций и веселых праздников и занимательных событий.
Библиотечная система Молодеченского района состоит из 26 библиотек. 6 городских библиотек, в том числе одна специализированная для людей с ограниченными возможностями, и 20 библиотек на районе, 1 горпоселковая и 19 сельской местности, 7 из которых интегрированы. Библиотечный фонд насчитывает порядка 545 600 экземпляров. Ежегодно мы обслуживаем более 32 тысяч читателей. Библиотечный фонд, он многоотраслевой. Помимо художественной литературы, также есть отраслевая литература. Это экономика, экология, география, биология, психология, история и другие отрасли. Фонд пополняется регулярно, ежегодно. Источниками пополнения фонда являются книжные магазины, издательства, подписные издания. Фонд редкой книги библиотеки насчитывает 380 экземпляров. Хронологический охват с начала XIX века до начала XX века. Фонд редкой книги стал формироваться в библиотеке с начала 50-х годов, когда были закуплены дореволюционные книги известных московских и петербургских типографий. Самая старая книга у нас 1820 года. Это книга Карамзина «История государства российского». А вообще есть книги как русских, так и зарубежных писателей, естественно-научная, историческая литература, литература по искусству. Эти книги доступны для пользования читателей в читальном зале. Да працы па новым адрасе і ў новых умовах прывыкаюць і супрацоўнікі бібліятэкі сямейнага чытання «Верасок». Каб юным чытачам было прасцей разбірацца ў кніжным царстве, на сталажах-доміках зроблены указальнікі. Тут можна не толькі пачытаць, але і пагуляць у сваё задавальненне. Інтэрактыўная сцяна, цацкі, арэлі, куток бяспекі – усё зроблена для таго, каб сюды хацелася вяртацца зноў і зноў. Коллектив библиотеки находится в постоянном поиске новых интересных форм работы с читателями. Многочисленные мероприятия делают наше учреждение известным в городе и широко освещается средствами массовой информации. В минувшем году библиотека «Семейное чтение «Верасок» отметила свое 60-летие со дня основания. За это время мы переезжали трижды. Последние 35 лет библиотека находилась в собственном здании. Переезд в новое помещение начался в середине февраля и прошел крайне сжатые сроки. Буквально за несколько дней был упакован весь книжный фонд, а в течение 2 дней был перевезен. Была проделана огромная работа по оформлению библиотеки, расстановке фонда, стеллажей, мебели, оборудования, оборудованной зоны для семейного отдыха. Несколько дней с утра до позднего вечера решали эти вопросы. В такие моменты понимаешь, что рядом с тобой отличная команда, который не подведет в трудный момент. Несмотря на смену адреса, сотрудники библиотеки постараются сохранить свои лучшие традиции проведения творческих встреч, презентаций, экскурсий. Будет продолжаться сотрудничество с давними друзьями, школами и детскими садами, другими организациями. Теперь главная наша задача – превратить библиотеку в центр культуры города. У дзень адкрыцця сюрпрызы ад чытачоў. Самы лепшы падарунак бібліятэцы несумненна кніга з аўтографам пісьменніка Аркадзя Журавлёва. Шановная Марія Євгеновна, я хотів би в гэты светлый для вашего коллективу дзень, у дзень адкрыцця пасля ремонту обновленного будынка бібліятэкі, уручыць вам свою новую чарговую кніжку, зборнік казак. Хай дзеткі заўсёды наведваюць вашу бібліятэку, хай поўніцца радасць, хай поўняцца душы дзіцячыя, напаўняюцца нашим беларускім слоўцам, і хай заўсёды будзе у вас весела і людна. Вельмі шчыра
Дзякуй вам за такі цудоўны падарунак. Я спадзяюся, што гэта кніга будзе цікавая для нашых дзетак, і з вашага дазволу я яе адразу аддам загадчыку дзіцячай бібліятэкі Лідзіі Міхайлаўне Якуш. Дзякуючы указальнікам можна даведацца, што на першым паверсе размясціліся філіял дзіцячай мастацкай школы «Маладзечна» і раённы цэнтр рамёстваў. У творчых майстэрнях жыхары горада вучацца жывапісу, графіцы і асвойваюць розныя віды дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. В этом крыле библиотеки у нас будет заниматься более 70 человек, что позволит разгрузить нашу художественную школу и позволит, возможно, еще большее количество детей на следующий год взять для того, чтобы они занимались и повышали свой культурный уровень, свой профессиональный уровень, так как у нас работают еще и дети, которые уже на сегодняшний день собираются поступать в вузы, в колледжи. Условия у нас в этих классах очень хорошие, потому что, как вы видите, здесь достаточно освещения, здесь очень высокие потолки. Здесь можно рассадить детей так, чтобы никому не было тесно. Новое оборудование. Дети с удовольствием работают в таких светлых, в таких красивых классах. Калі другі паверх царства кніг, то аўдыторыі раённага цэнтра рамёстваў можна цалкам назваць царствам прыгажосці рукатворнай. Маладзечанская зямля на таленты не бяднее. У гэтым упэўніцца кожны, хто пабывае тут хоць адзін раз і зазірне на майстар-класы. А пры жаданні можна зайсці ў беларускі сувенір, дзе супрацоўнікі дапамогуць набыць вырабы маладзечанскіх майстроў. Мы очень счастливы тому, что у нас появилась такая прекрасная возможность приобрести свои большие мастерские, светлые, просторные, выставочный зал, где мы можем реализовать изделия наших мастеров. И совместно в таком прекрасном здании, где и библиотека, и художественная школа, у нас больше возможностей, скажем, о совместной работе. Плюс это центр города. Это тоже большой плюс для того, чтобы как-то и жители нашего города, и гости могли нас посетить. У них будет больше, конечно, возможностей увидеть то, чем мы занимаемся. Вот. Мы всех приглашаем на наши выставки, на наши мероприятия, мастер-классы, которые мы проводим по декоративно-прикладному творчеству. Я думаю, что именно вот приобретение этих помещений, скажется, конечно, позитивно на нашей работе, потому что нам не хватало места. Вот. У нас много задумок, много планов. У нас шикарные работы, мастера. Мы участвуем в различных конкурсах, мероприятиях разного уровня. И, конечно, вот то тепло, тот простор, который мы получили, я думаю, поспособствует нашей работе, конечно. Только в плюс пойдем. Для удзельнікаў прэзентацый, навуковых семінараў, грамадскіх мерапрыемстваў расчыніла свае дзверы канферэнц-зала. І першымі тут пабывалі вучні ўсіх рэгіёнаў Міншчыны, якім у Дзень Канстытуцыі ва ўрачыстай абстаноўцы уручылі пашпарты грамадзян Рэспублікі Беларусь. В силу определенного рода субъективных и объективных причин, но тем не менее событие радостное. Сегодня после вот такого масштабного ремонта открылась, правильно вы говорите, наверное, не библиотека, а такой центр, культурный центр. Вот мы все вместе посмотрели то, что здесь сделано, и, конечно, это меня не может не радовать. Плюс к этому большое количество детей, взрослых, которые сегодня, я уверен, будут сюда приходить и реализовывать в том числе свои творческие возможности. Мы тоже с коллегами обсуждали, что мы в Минской области культуру не забываем, ее чтим и бережем, и фактически каждый год у нас в области открываются значимые объекты именно в сфере культуры. Это был в Червине музей, сейчас библиотека, в Столбцах в этом году будет новый кинотеатр, новая школа искусств, поэтому, на мой взгляд, все-таки без культуры, наверное, у человека нет будущего, потому что все-таки культура
это связь с прошлым, это наши традиции, на которых мы опираемся. И без этого невозможно жить, поэтому, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя культуру отодвигать на задний план, потому что сегодня многие наши поступки в зрелом возрасте, они сегодня, скажем так, где-то пересекаются с тем, что мы имели в прошлом. То есть наш менталитет, наша культура, поэтому важнейшая вещь, без которой обойтись нельзя. Чытачы не спяшаюцца пакідаць абноўлены будынак, і змены, што тут адбыліся, ацэньваюць пазітыўна. Я много лет являюсь читательницей городской библиотеки. Приходила сюда еще, когда было здание старое. Новое здание – это, я даже не знаю, с чем это дворец, скажем так, книжный дворец. Сравнивать, конечно, со старым зданием практически невозможно. Надеемся, что и поступление книг будет больше, и выбор книжек будет больше. И мы с удовольствием, мы, читатели библиотеки, посетители, с удовольствием будем сюда приходить за новинками, за журналами. Что я могу сказать? Конечно же, очень красиво. Тут не то, что так, это чисто за книжками придешь почитать, но вместе с тем и красиво, аккуратненько. Обслуживание на высоком уровне, я считаю. Я думаю, тем более и подбор книг тут довольно такой серьезный, что заинтересует, я думаю, любого читателя, который любит читать, по крайней мере, книги. Тут, смотрю, и классика есть, и детективы. Новы від набыў не толькі будынак, але і прылеглая тэрыторыя. Будаўніча-мантажныя работы закранулі ўнутраны дворык. Тут памянялі тратуарную плітку, пасадзілі дэкаратыўныя расліны, зрабілі пляцоўку з падсветкай. Усяго на капрамонт Маладзечанскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Максіма Богдановича было затрачана больш за 2,5 мільёна рублёў. У нас оборудованы индивидуальные рабочие места с доступом в интернет, то есть с возможностью прослушивания аудиокниг. В последнее время очень популярны у жителей города среди детей, среди взрослых настольные игры. То есть у людей есть возможность прийти группами поиграть в настольные игры. Для этого мы сделали групповую зону, отделили. Есть возможность прийти, порелаксировать, посидеть за чашечкой кофе, почитать понравившуюся книгу. То есть, все старались сделать комфортные условия для людей. Библиотека для нас важна, она должна быть везде, всегда. Главное, чтобы мы брали книги, их читали. Я хожу в библиотеку, чтобы учить английский. На английском очень весело. В этой библиотеке старой я училась в студии изобразительного искусства, где работали Константин Хорошевич, Николай Овчинников, Ядвига Родзиловская, Юрий Герсименко. Я думаю, что и так хорошо, и тогда было хорошо, просто хорошо для каждого возраста свое, да. Очень светло, очень симпатично, очень хорошо. На пляцоўцы ў холе другога паверха наведвальнікаў сустракае Максім Богданович, і, напэўна, яго душа радуецца, калі бачыць у руках чытачоў слова беларускае і неўміручае. Зрэшты, на кніжных паліцах чакаюць сваіх прыхільнікаў класікі ўсіх часоў і эпох.